Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Каролина обыграла Ванкувер по буллитам. Результат встречи – счет 4-3. В составе победителей шайбы забросили Нидеррайтер, Себастьян Ахо и российский нападающий Андрей Свечников. У проигравших отличились Элиас Петерсон на 5-й и 50-й минуте встречи и Тайлер Майерс. Победный буллит принадлежит Джастину Уильямсу. Каролина занимает 5-е место в зоне плей-офф в турнирной таблице столичного дивизиона, набрав 63 балла в 52 матчах. Ванкувер идет первым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 65 очков после 53 встреч. В следующем матче Каролина в гостях сыграет с лидером западной конференции Сент-Луисом, а Ванкувер на выезде встретится с Бостоном. Обе встречи пройдут 5 февраля. А в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Коламбус обыграл Монреаль. Встреча завершилась со счетом 4-3. У победителей шайбы забросили российский защитник Владислав Гавриков, Пьер Дюк Люк Дюбуа отличился дважды на 24-й и 38-й минуте встречи, а также Густав Нюксвит. У Монреаля отличился Томаш Татар, Макс Доми, Ши Уэбер. Коламбус занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. Монреаль идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков после 54 встреч. В следующем матче Коламбус 5 февраля на домашней площадке примет Флориду, а Монреаль в тот же день в гостях встретится с Нью-Джерси. В матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу Тоттенхэм обыграл на своем поле Манчестер Сити. Встреча завершилась со счетом 2-0. На 63-й минуте в своем дебютной встрече за клуб гол забил Стивен Бергвей. На 75-й минуте отличился Сон Хэн Мин. После этой победы подопечные Мауриньо поднялись на 5-ю строчку турнирной таблицы, набрав 37 очков. Манчестер Сити прервал 5-матчевую серию без поражений и продолжает с 51 баллом занимать второе место в чемпионате. В следующем матче Тоттенхэм сыграет в гостях 16 февраля с Астон Виллой. Команда Хосепа Гвардиолы 9 февраля примет Вест Хэм. Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде завершился победой сербского теннисиста Новака Джоковича, в рекордный 8-й раз в карьере завоевавшего титул Australian Open. Накануне в 5-сетовом матче ему удалось переиграть австралийца Доминика Тима. Встреча завершилась со счетом 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 и продолжалась она около 4 часов. Джокович вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Во время церемонии награждения серб отдал должное сопернику, признав, что не за горами день, когда Тим завоюет титул на турнире серии «Большого шлема». Тим в обновленном рейтинге ассоциации поднимется на 4-е место и обойдет россиянина Даниила Медведева. Медведев и Рублев дошли до 4-го раунда турнира, уступив швейцару Стэну Вавринке и Александру Звереву из Германии. Карен Хачанов проиграл в 3-м круге австралийцу Нику Киресу. Более 200 масс-рестлеров со всей республики соревновались за золото открытого чемпионата Якутска «Кёмус МАС». Турнир проходил в 19 весовых категориях среди мужчин и женщин и ветеранов. Соревновались по действующим правилам Международной федерации масс-рестлинга, то есть по системе с выбыванием после 2 поражений с разделением на группы А и Б. Турнир имеет большую историю и берет свое начало с 1979 года. Победитель получает право мастерский балл завоевывает для выполнения норматива звания мастера спорта Республики Саха-Якутия. Это очень стимулирует наших спортсменов. И как напряжение турнира очень прибавляется. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.